Всем привет, меня зовут Раиса Зубарева. Вы на канале Движение за независимость Саха. На ближайшей парламентской сессии наши депутаты будут рассматривать стратегию социально-экономического развития Республики Саха до 2036 года с целевым видением до 2050 года. Эту стратегию разработали еще в 2018 году, и изначально дата была 2032 год. То есть ее разрабатывали до 2032 года. Сейчас сроки продлились, теперь до 2036 года. Она, значит, должна у нас заработать за 10 лет. За 10 лет. Очень большой документ, кому интересно, откройте, он есть в интернете, в системе Гарант. 147-страничный документ. И там, значит, расписано, какой должна стать Республика Саха в течение 10 лет. Там очень много, там, в общем, республика должна быть процветающей республикой. Смотрите, вот тут короткие выжимки из этого документа, да. Республика должна стать территорией успешных людей, чистой природы, умной экономики, примером успеха северного региона на международной арене. Население должно вырасти до 1,1 миллиона человек, превысив исторический максимум советского периода. Каждый житель республики будет иметь возможность реализовать свой потенциал и добиться успеха. В транспортной сфере основной новой транспортной географии республики должен стать Ленский мост. Так, дальше что? Международный транспортный коридор Мох-Найба. Мохэ – это город на границе с Китаем. Найба – это наш поселок рядом с Тикси, по-моему, там. Они должны дорогу, значит, проложить от Найбы до Мохэ. В культуре Центр эпоса и искусств Арктики предлагается сделать флагманом формирования новой уникальной культурно-цивилизационной модели, боже мой, не произнесу, и обновление культурного кода Республики Саха. То есть Олон Холленд многострадальный должен стать флагманом формирования нового культурного кода Республики Саха. В образовании предполагается создание кампуса мирового уровня, а федеральный университет, ну наш ЕГУ бывший, да, описывается как фабрика мыслей и лидеров политики. Фабрика лидеров политики. То есть там в нашем СВФУ будут подготавливать лидеров мирового уровня, политических лидеров. Экономика. Республика должна стать мировым центром ювелирно-гранильной промышленности. Кластеры глубокой переработки драгоценных камней и металлов. Развивать искусственный интеллект, цифровые технологии, арктический туризм и высокотехнологичные производства. Республика станет центром притяжения технологических компаний, исследователей, креативных специалистов, создающих решения для жизни и работы в условиях Севера и Арктики. Посмотрите, какой амбициозный, в общем, документ. И тут, значит, определяются еще и деньги, да, сколько на это нужно денег. До 1936 года потребуется 6,5 триллионов бюджетных расходов, 8,8 триллионов рублей инвестиций в основной капитал. Общий объем необходимых ресурсов оценивается в 15,3 триллиона рублей. Именно за такую модель будущего депутатам Элтумена предстоит проголосовать уже на ближайшей сессии. Амбициозный документ, который ничего общего с реальностью не имеет. Давайте мы с вами возьмем хотя бы, ну вот то, что тут написано, да, демография. Население республики должно вырасти до 1,1 миллиона человек. Вопрос такой, да,
Откуда? Кто будет рожать этих детей? Ну, разве что только правительство не возьмет под свой контроль рождаемость детей. И лично Александр Николаев не возьмет под свой контроль рождаемость детей в Республике Саха. А если говорить серьезно, с таким огромным оттоком населения, с таким количеством людей, которые погибли и еще погибнут, потому что война пока не заканчивается, на войне в Украине, с низкой деторождаемостью. Женщины в Республике Саха, как и в общем, да, по всей России, не рожают. Потому что женщина, ну, это естественно, да, в таких условиях, когда женщина не видит своего будущего, она рожать не будет. То, что они занимаются приписками, это всем понятно. Они вот до миллиона догнали АСН по приказу АСН, да, на количество проживающих жителей в Республике Саха. Но никакими вообще стратегиями на количество жителей в республике не увеличится. Хоть ты там 100 стратегий напиши, хоть я не знаю, там распиши, что Республика Саха через 10 лет станет вторым Дубаями вторыми, да, Арабскими Эмиратами. Никогда на бумажке женщин не заставишь рожать, только издав указ об этом, приказ. В приказном порядке заставив их рожать. Никогда. В общем, это все такой большой обман населения. Дальше. Значит, тут пишется, что каждый житель республики будет иметь возможность реализовать свой потенциал и добиться успеха. Спрашивается, в чем? В чем житель Республики Саха будет добиваться успехов? Я не понимаю. В дорожной отрасли, может быть, я не знаю. Ну, в чем? Науки. Какая наука? Всех ученых разогнали, да? Все более-менее маломальские грамотные люди с учеными степенями уехали из Республики Саха, а и практически все уехали в центр России. Как они будут развивать, как они будут вообще, какие у них возможности реализовывать свой потенциал? У людей библиотек нет нормальных, которые можно бесплатно посещать и знакомиться там. Людям нет доступа к архивным документам. Да? Как они будут иметь возможность реализовывать свой потенциал? Бизнес загибается. Не дают людям вести свой бизнес. Везде, я не знаю, там препоны, везде повышение налогов. Да? Ну вообще условия жизни ухудшаются. Как они будут развивать свой потенциал, я не понимаю. Добиваться, в чем успехов они будут добиваться? В чем? Разве только АСН будет добиваться успехов на каких-нибудь китайских, значит, встречах с китайцами, когда он там будет в своих мечтах плавать опять, да, и рассказывать о том, какие мы классные, крутые, развивающиеся. В чем? Каким образом жители республики, вот, допустим, берем мы парня из какого-нибудь Анабарского улуса, как он будет добиваться успехов, если у него перспектив нет никаких? Если у него билеты из Анабарского улуса в Якутск стоят его годовой зарплаты. Как? Каким образом? Что под этим вообще подразумевается? Непонятно. Транспортная сфера, да? Ленский мост. География, основой новой транспортной географии республики должен стать Ленский мост. Он и ею станет, да? Потому что он будет единственным основной дорогой вообще в Республике Саха. Это будет Ленский мост. Все остальное это будет бездорожье полнейшее. Все мы сейчас наблюдаем дорогу из Чурапчи в Мындагай. Это вот в Чурапчинском улусе. Мы с вами все видим эту грязь. Я вам хочу сказать, что когда я была ребенком, у меня дед из Чурапчинского улуса, когда я была ребенком, училась примерно в классе в 5, наверное, да, мы ездили в Чурапчу на автомобиле с родственниками. И мы вот ездили вот по этой грязи. И сейчас люди тоже в Чурапчинском улусе едут по той же самой грязи. Понимаете, да? Какая транспортная география? Вы вообще о чем тут разговариваете, да? Ленский мост еще, кстати, не построен, а они уже его называют. Да? Ну, вы постройте сначала, а потом вы будете
как бы говорить от новой транспортной географии. В документе говорится, что республика должна стать мировым центром ювелирно-гранильной промышленности. Ну а кто ж вам не давал-то? С 90-х годов прошло уже больше 25 лет. Кто не давал Республике Саха стать мировым центром ювелирно-гранильной промышленности? Ни одного предприятия нет, которое бы у нас гранило бы алмазы. Ни одного на сегодняшний момент. Наш Якутский университет будет воспитывать лидеров политики. Каким образом лидеров, а не политики? Если из нашего Якутского университета сегодня выходит Ваня Луцкому, какие лидеры политики? Фабрика мыслей лидеры политики. Если таких лидеров политики, как Ваня Луцкан, то нас, конечно, ждет очень печальное будущее, согласно вот этой стратегии, которую я хочу обратиться к депутатам, которые вот это вот все будут рассматривать на ближайшей сессии. Пожалуйста, внимательно возьмите этот документ, да не поленитесь, прочитайте все вот эти 147 страниц, представленных Айсеном Николаевым. И каждое предложение разберите вообще по кускам. Да? Пусть это будет длиться очень долго, пусть это займет большое количество времени. Но каждое предложение вы, пожалуйста, рассмотрите. Каждый блок хотя бы, да, который вот в этой стратегии расписан. Я думаю, что любой грамотный человек, любой умный человек, думающий, да, он просто в пух и прах разобьет вот весь этот их мир розовых пони. Ну, вообще, может быть, я и неправильно говорю, да, может быть, они на самом деле понимают все, что происходит, и просто людям врут в глаза. Для того, чтобы в очередной раз, тут же прям конкретные цифры даются, да, для того, чтобы в очередной раз оправдать свои траты. То, что они сумеют там украсть на всех этих проектах, положить себе в карман. А депутаты, как представители интересов народа, да, они должны будут за это проголосовать. Если они за это проголосуют, то мы должны понимать, что депутаты тоже будут в доле. Да, если они вот за весь этот бред проголосуют, который стоит таких огромных денег. Между прочим, 6,5 триллионов рублей. Это вот все, может быть, можно будет найти в тех дивидендах, да, алмазов. Алмазы России, Саха предприятий, которые в этом году решено было не выплачивать. Асин туда поехал, они провели там сессию и решили не выплачивать дивиденды, потому что очень тяжелая ситуация. А оттуда можно было бы, кстати, как раз и выкачать, забрать все эти деньги и развивать республику Саха. А не получится, потому что денег не будет. В ближайшее время денег не будет совсем. Такое ощущение, что те люди, которые написали всю эту стратегию, перечитали 12 стульев Ильфа и Петрова. Читали они о Васюках, да, которые описаны в этих 12 стульях. И писали эту стратегию. И прикладывали вот это все на Республику Саха. Нью Васюки существуют. И это Республика Саха.